Так, новое место нашли. Засидку будем делать. Это вот такой вот мыс. Вчера мы сидели вон в том мысу, в той проточке. Утка не ахти летала. В основном той утки не было, которая нам нужна. Поэтому вся утка летела вот здесь вот так. В основном вот здесь пролетали, вот в ту сторону. И вон там, вон, той стороной пролетали подальше. И в эту сторону решили мы сегодня мониторить. И вот старый каркас из-под скоротка. Сейчас вот его хотим туда перетащить. Там влажно, немного влажнее, чем здесь. Здесь уже по суше. Здесь вот раньше сидели люди и вот такой настил накидали. Наверное, мы его будем использовать тоже. Туда перенесем подальше к воде. И найден вот такой вот один манок на турпана. Ну, этот, смотрите, очень хорошо выполнен, с утяжелением. И нос, главное, что вот большая горбинка. Будет дополнение к нашим турпановским манкам. Альфа-самец, так сказать. Скородок хотим вот здесь поставить поближе. Но сидеть придется уже в луже. Посмотрите, как много рачков в воде. Сейчас я отпущу руку. Рачки будут на меня нападать. Вот. Поймал одного рачка. Два рачка вот. Которых ест турпан. И вот они спариваются в данный момент. У них тоже вот брачный период. Состыгать говорят. Очень много вообще, очень. Да? Окко бонрел. Откуда они вообще появились? А может они бронебойные? Что это за утки-то? Те олдоронere угы танкор дебет утугар. Төтеддерин карары тей чоусатле коталар. Я даже не заметил, откуда они пришли. Я тоже. Я смотрю, они сели, Паш.
Александр добирает подранка. Вот он его выматывает такими вот нырками. Сейчас Турпан как следует вымотается, и он его заберет, доберет. Кстати, вот применяется на практике та технология, которую он рассказал. Турпан ныряет в ту сторону, куда он направлен был головой до нырка. То есть прямолинейным таким этим идет. И поэтому легко вычислить, куда идет. Главное запомнить. Вот видите, вот сейчас он делает такие вот хлопки. Не тратит попусту патронов. Сейчас уже буквально уже делает уже 4-й или 5-й нырок Турпан. С каждым разом дистанция его ныряния уменьшается. Это говорит о том, что потихоньку он сдает позиции. Скоро охотник его доберет. Так, произвел выстрелы, но Турпан опять занырнул. Сейчас он за ним опять поехал. Поплыл. Все, добрал наконец-то. Красота! Лето! Тучка
Тучка солнышко закрыла вот. Так прохладно стало сразу. Так хорошо. Половина озера закрыта, половина нет. Ой, тут дядя Миша копал уже. Чего он тут копал-то? Ямку. Си копал. Кому рога? Рог. Кому рог нужен? Пишите в комментарии. Хотя я знаю кому. Сегодня пошел вот такой летний дождик. Кто не верил, что у нас есть лето, то вы можете в этом убедиться. Дождь грибной, да. Скоро грибы пойдем собирать. Итак, сейчас Юрий Егорович будет показывать, как сделать этот ледник, ну как бы ледник, а для хранения дичи. Ну, схрон, так скажем, даже. Для хранения дичи в полевых условиях, ну, в лесу, там, где-нибудь. Вот у нас в Якутии вечная мерзлота, поэтому мы вот так делаем. Находим вот, получается, такое вот возле озера типа мари. И тут растет вот мох. Именно вот болотный этот мох. И под этим вот здесь вот растет морожка, вот этот толокнянка. И вот посмотрите, вот срезается пластами. Сначала нарезается, она глубина всего лишь толщина, ага, где-то всего лишь 10 сантиметров вот этого мха. Потому что вот, и мы храним вот в пакетах вот мусорных. Сейчас будем вот улов этот, то, что настреляли за вечер, будем хранить. Так как у нас мы здесь несколько дней находимся, чтобы мухи не гадили. И утка доехала домой сохранной. Вот, смотрите. Сейчас вот один человек лопатой, например, вот так делает. Второй помогает. Такой схрон для изготовления 2 человека нужно. Ну, как бы желательно, чтобы 2 было. И просто начинает подрезать. Вот. Посмотрите, вот 10 сантиметров всего вот подушка. И она влажная вот. Влажная вот. Ух ты. Барыни.
Свечные мерзлотани. О. И вот она срезается аккуратненько вот так, как подушка, и сворачивается, как одеяло. А внутри лежит лед. Вот, смотрите, очень холодный, вековой, тысячелетний лед. 1000 лет тому назад лед образовался и нарастал вот это вот мох. И вот, видите, как аккуратно все заворачивается. Дальше сейчас покажем. И теперь стелится пакет, можно использовать целлофан, у кого что есть. Чтобы желательно влагу сильно не пропускала, потому что мох все-таки влажный. Вот. И утка начинает укладываться прямо в пакет. Потом... Да, и нужно голову заворачивать в этот, под крыло, чтобы и вид был, как говорится, эстетичный, и транспортировочный габарит уменьшается намного. И ложится прямо вот этой грудкой, да? Грудкой на лед. Вот и все. Потому что там у него внутренности близко, чтобы они были прохладнее. Вот. Вот такой вот хрончик можете изготовить в лесу. Тогда у вас ничего не пропадет. Смотрите. Так сказать, лайфхак. Охотничий лайфхак. А старые охотники-то знают.Ладно, все, продолжаем. Так, все, пакет закрывается герметично, чтобы не было отверстий, да. И наше одеяло, моховая подстилка, обратно закрывается. Вот аккуратно так все. И не забудьте поставить метку, потому что все везде одинаковое. Вот. Можешь потерять. Можно потерять, да. Через несколько лет охотники придут. И оно будет в таком же виде, Да. сохранном лежать. Вот. Такой вот. Ну вот, век живи, век учись. Смотрите, используйте. Нашли рога очень старые дикого северного оленя. Посмотрите, вот какой крупный вообще. Даже альфа самец был при жизни. Но, видать, от старости умер, потому что очень много отростков. Были бы новые, ну как бы в хорошем состоянии, можно было бы унести домой, сделать, да, что-нибудь красивое. Ну, что-то грызло, клювало. Да, уже все, они кости, вот они аж в труху. Полые. Полые. Ну, уже вот время идет, такие вот памятники лежат в тайге. Вот наша тайга, посмотрите. Делового леса нету, да и дровяного-то особо нету. Bu manana ağılları manan bu diametrinin hamı şöp sahın. Грубо. Отростков 25. Грубо. Но я в этом спрашивал в зоопарке, не в зоопарке, а в бизонарии. Там тоже стоит олень благородный. И там сказали, что когда он вырастает до скольки-то лет, у него уже в год вот как бы получается вырастают вот такие толстые эти отростки. Не знаю, в общем, много лет. Да.
Итак, дорогие друзья, ливануло неплохо. Даже вот пришлось сгородить, вот, сделать вот такой импровизированный этот скородок, домик. Просто палатку натянули вот сверху вот этот и все. Сейчас вот внутри по центру Александр предложил воткнуть вот этот. Земля еще мерзлая, поэтому сильно не воткнется, но если что, сейчас еще треноги вот так ее привяжем треногами. Да? Вон он такие не гостян. Еще так она вон тихо там кабелевали. Не, ты ее под углом вот так измерь. Вот так под углом. Потому что и ниндики манука нямбара. Чтоб центра будики турдункана. Во, он будет тюрьма и катахканы лыман. Шух-шух, ага, во, где вот так. Вот, посмотрите, вот Александр, находчивость Александра, смекалка вот. Сделал такую палатку. Это даже не палатка, ведь это скородок, боевой дзот. С этим. Наш боевой дзот. Пока дзот, в общем, готовится, надо сделать эти, зашкурить и сделать треноги. Топор, я понял, ты взял, да? О, круто! Как настоящие палатки, да? Внутри тепло. Еще сейчас печку затопим. Да. Растопим. Вот. Получилось вот так вот. И есть еще такая небольшая бойница. Но приоткрываешь и стреляешь. Сюда можно воткнуть этот рогачок, да? Два рогачка. Ну, главное, что крыша не протекает. Остальное все терпимо, как говорится. Внутри вот так помещение. Достаточно просторно. Для коротка простого. Так, у нас вытяжки-то где-то, я так понял, да? На двух сторон насквозь. И как загребли, блядь, разжег. Пока будем сидеть в нашем импровизированном чуме. Так вот. Сейчас я сниму это все наше строительство, конструкцию. Итак, чтобы не сидеть под дождем, мы быстренько, Александр быстренько сгородил вот такую вот засидку. И сейчас возьмем небольшое интервью по этим различным конструктивным особенностям данного строения. Там может быть какие-то у него есть
по желанию, ну как бы хитрости в изготовлении, там нюансы какие-то там спросим. Вот, в принципе, очень все смотрится так неплохо. Вот здесь сзади у нас место под вещи. Видишь Гагару, да? Вижу, ага, вот пролетает на данный момент вот Гагара. Ну, это Гагар нельзя стрелять, это краснокнижная птица России, поэтому знайте об этом. Сейчас вот нас немного пролило дождем, и вот решили вот еще сейчас накроем спереди вот этот Оксфорд, чтобы над столом было сухо. Вот, вот такая вот засидка с бойницами, вот, посмотрите. Достаточно удобно. Вот, если у вас есть такая палатка, да, вот, это небольшие такие палатки. Обычно сколькиместные они бывают-то? Двухместка, да, это? Вот. И у нее были вот такие жерди, которые вставлялись вот дугой, да, вот, как да, полукругом. Да, вот. Убираете жерди, вот эти полукруглые. И можете вот таким же методом зацепить у себя на скоротке.